Так, сегодня я хочу поделиться с вами рецептом рождественского пирога. Это рождественский скандинавский пирог. 150 грамм молока, 21 грамм дрожжей, 1 яйцо, 2 ложки масла растопленного и 4 ложки сахара и 350 грамм муки. Сейчас я подогрею молоко, разведу дрожжи. Если будете брать сухие дрожжи, это где-то 7 грамм, в 3 раза меньше. Так, молоко я подогрела, сейчас мы его выливаем. И расколотим дрожжи. Дадим им постоять немножко. Это свежие дрожжи, им надо немножко постоять. О, блин, что я весь все. Немножко сахара. С общего количества берем немножко сахара. Так, я размешала дрожжи. Сейчас они мне постоят, начнут работать. Потом будем замешивать тесто. Ну все, дрожжи мои постояли. Минут 10, наверное. Смотрите, какая шапочка хорошая. Значит, хорошие дрожжи. Так, все, замешиваем тесто. — 350 грамм просеянной муки высшего сорта. Видно так. Выливаем молоко, дрожжи, сахар, 4 столовые ложки. Да, еще забыла, щепотку соли надо хорошую. Яйцо разбиваем. Масло в конце добавим. На сдобное тесто масло всегда добавляется в конце. Сейчас мы ложкой, а потом возьмем руками. Замесим тесто. Тесто очень мягкое, не липнет, видите, стенкам не липнет, к рукам не липнет. Тесто хорошее. Прелесть этого пирога в том, что его можно сразу выпекать. Не нужно, чтобы он стоял. Все, смотрите, какое тесто. Хорошее. Ну, оно, конечно, немножко липнет, но на руках ничего не остается. Пускай полежит. Сейчас я заготовлю начинку. 100 грамм грецких орехов измельчим. Я их поджарила на сковородке. Так, берем 4 ложки сливочного масла мягкого.
и 75 грамм сливочного сыра. И все перемешиваем. Так, для начинки смешали масло со сливочным сыром. Корица будет в начинку. Грецкие орехи порезанные 100 грамм. И одно яблоко. Сейчас я мелко измельчу яблоко. Пока я подготавливала противень, тесто подошло немножко. Сейчас мы его раскатаем. Делим его на две части. На дно мы берем больше, наверх мы берем меньше. Сейчас я раскатаю. Так, все, я раскатала тесто. Прямоугольник. Так, первую половину теста, так, видно там, мы намазываем намазкой масло с сливочным сыром. Забыла с чем. Так, намазка. Сливочный сыр с маслом мы немножко присаливаем. Чуть-чуть для вкуса. Одно яблоко измельченное я присыпала корицей. Чайная ложка корицы. Яблоко довольно крупное, грамм 300, наверное. Я люблю, когда много начинки. Меньше теста, больше начинки. Затем мы все присыпаем грецкими орехами. Сто грамм грецких орехов измельченных. Сахаром. Сахар мне коричневый. По рецепту 110 грамм сахара, но я считаю, что можно меньше. Потому что яблоки сладкие. Еще будет у нас заливка, так что я, наверное, половину высыплю, больше не буду. Так, раскатываем оставшееся тесто на жгутики. Даже можно на прямоугольнике. Сейчас я раскатаю. Приплю немножко мукой. Раскатаем и нарежем жгутики по 1 сантиметру. Так, есть жгутики. Сейчас мы их перекрутим. И по горизонтали сверху. Так, вот такой получился пирог. Ставим его в духовку на 190 градусов, вверх-вниз, на 25 минут. Потом, пока будет стоять в духовке, сделаем заливку. Так, берем 55 грамм сливочного масла, 55 грамм коричневого сахара, и 2 столовые ложки сливок.
все это нужно. А, да, еще ваниль. У меня ванили нету, есть ванильный сахар. Сколько нам добавить? Можно ложку. Все подогреть до растворения сахара. Так, все, заливка готова. Такого приятного цвета, запах. Масло с ванилькой, сливки. Все, теперь ждем, пока испечется, и будем заливать заливкой. Так, все, пирог готов. Сейчас я буду доставать его. Так, пирог готов. Сейчас мы его зальем заливкой.